Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это прямой эфир, телевизионные дебаты к выборам депутатов Госсобрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить участников сегодняшней программы. Это Алексей Алексеевич Амбросьев от партии социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу». Это Федот Семенович Тумусов от партии «Справедливая Россия». И это Андрей Федорович Хорошев от партии ЛДПР. Добрый вечер, уважаемые участники. Тема сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Как благоустроить города и села Якутии? Первый вопрос. Сегодня, понятно, важно участие каждого человека в решении задач, в том числе и в сфере благоустройства. Я говорю о жителях сел и городов Якутии. Какие формы общественной активности должны и могут развиваться? В алфавитном порядке вы начинаете. Алексей Алексеевич Амбросьев, пожалуйста, ваша минута. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, уважаемые избиратели нашей республики. Ну, естественно, за одну минуту на такое пространство, на такую болезненную тему, как благоустройство наших сел и городов, уложиться, конечно, невозможно. В первую очередь, меня всегда удивляет постановка вопроса, когда все это в первую очередь взваливается на само население. У нас северный менталитет такой, что наши жители всю жизнь всегда они активны. Это точно так же происходит, как в любой нормальной семье. Когда, значит, отец, глава семейства и мать семейства, они изначально прививают любовь своим детям к порядку. Будь то это дома, будь то это дворовая территория. То есть у них, у нормальных хозяев, всегда в доме нормально. И они всегда просчитывают, на что у них... Но у нас просто-напросто на это нет средств. А откуда это они взяться? Наша партия об этом думает. Спасибо. Федот Тумусов, «Справедливая Россия». Тот же вопрос. Одна минута. Благоустройство сел и городов. Какие формы активности общества должны и могут развиваться? Ваша минута. Добрый вечер, дорогие якутяне. Что такое вообще благоустройство? Благоустройство в нашем понимании это теплый, уютный дом. Благоустройство это в нашем понимании это хорошие дороги. Везде ли у нас хорошие дороги? Да нигде хороших дорог нет. Благоустройство это, извините меня, это теплый туалет, это горячая вода, это просто хорошая вода. Везде ли у нас это есть? К сожалению, нет. Большинство домов в сельской местности, они не подключены к центральному отоплению, не газифицированы, нету элементарного благоустройства. Это что означает? Это означает, что это вопиющая несправедливость. Конечно, каждый человек, он благоустраивает свой двор. Поэтому мы боремся и будем бороться с этой несправедливостью. Спасибо. Андрей Федорович Хорошев, благоустройство сел и городов. Ваше мнение на эту тему? Одна минута на ответ. Добрый вечер. Ну, в первую очередь, мне очень приятно, что сегодня у меня такие собеседники. Приятные, очень умные, уважаемые люди, которых я хорошо знаю. По поводу темы заявленной. Вы знаете, вот благоустройство, скажем, в центре Якутска и благоустройство в Мархе, допустим, там в таких местах, это совершенно разные вещи. Да? Здесь новые скверы, а там люди думают о том, чтобы в принципе выжить. Поэтому вот я, например, по опыту Чукотки скажу, я там не раз бывал, вот там как делали? Вот если бы там был такой поселок, как у нас, допустим, Кирзавод, район Мархи, да, его бы просто взорвали, а рядом бы построили новый. Поэтому я бы сейчас про благоустройство, когда бы говорил, я бы обращал внимание именно на окраины, где людям просто невозможно жить. Вот там надо думать о таком благоустройстве. Благодарю вас. Вопрос следующий. Этой весной в республике были определены проекты благоустройства общественных пространств. Знаете ли вы сегодня, как реализуются эти проекты? 2 минуты у вас на ответ. Алексей Амбросьев, пожалуйста. Да, дело в том, что вот мы, горожане, особенно та активная часть горожан, но я хочу подчеркнуть, что поскольку у нас в столице нашей республики проживает не менее трети населения
всей республики, то у нас, хочу подчеркнуть, по опыту своего пребывания в других субъектах Российской Федерации, у нас очень активные горожане. И то, что они активно высказали свою точку зрения, например, по тому же скверу учителя, по тому же, значит, открытию, значит, улицы Кирова перед Домом правительства номер 1 и так далее, например. Да. Я считаю, что наши архитекторы, которые, значит, вынесли круг вот этих вопросов на обсуждение жителей столицы, они находятся в мейнстриме всех архитектурных решений не только российского масштаба, но и мирового уровня. И поэтому очень хорошо то, что она, благодаря, значит, руководству столицы нашей республики, которая, значит, через интернет-голосование и так далее пытается поймать вот эти, значит, умонастроения горожан, и которые благодаря своей активной жизненной позиции высказали свою точку зрения, и то, что взаимодействие и руководства столицы, и правительства республики, которые, значит, согласились с доводами горожан, я считаю, это дорогого стоит, и в этом отношении, мне кажется, надо вот подобную работу продолжить. Вот. Плюс к этому я еще хотел бы добавить, что тот же, значит, врата Якутии, вот, архитектор которого выиграл международный конкурс, значит, я считаю, именно вот такие общественные пространства, которые у нас в Якутске будут созданы, они должны, значит, в первую очередь предлагаться, значит, основные стратегические направления со стороны именно руководства города, то есть именно архитектурного управления, а уже нашими жителями обсуждаться, и это поддерживаться или критиковаться, отвергаться. Вот это да. Спасибо. Проекты благоустройства общественных пространств. Что вы о них думаете? Федот Тумусов, «Справедливая Россия». 2 минуты. Дорогие якутяне, знаете ли вы, что у народной артистки нашей республики Анастасии Варламовой есть такая прекрасная песня на русском языке о нашем любимом городе Якутске. И город Якутск она назвала «Жемчугом на снегу». Да, мы любим наш город. Мы ее бесконечно любим, нашу столицу, город Якутск. Но посмотрите вокруг, какие у нас пространства окружают. У нас просто каменные джунгли окружают. Нету никакого национального колорита. И более того, летом чуть-чуть дождь пойдет, мы уже в центре города по колено в воде ходим. Кстати, о грязной воде. Вот грязная вода. Как вы думаете, она откуда? Бу көндөрө киддәр булбата бу жаттау. Бу маны би хитро сабыт, бу маннык едәнең урбут жоннар хаянда пекатадылык тактар. Каз бирди олоктоко компенсация төлөнөктак. Алроса бете багатның төлөбөп боллагына маны сутуна ситияктак дияның. Хаяндагыны маннык едәннәр индикатор болбаттырын тугар. Ханныкта благоустройство, ханнык төшө олоктугунан билен турган маннык киддәу барын тугар би капитар капсо. Олимбе бу теманы курук тахарабын бүгін эме эхи жүгүтө турарын. Билен туран мен депутат быйтынан бәйметтибиттен бу вопростарга күчкелеле жабын. Генеральный прокуратура хурдум, алроса алатта тер хурдум, онна депутатска интектор турдум. Онна бухатор кеминен эме массовый мероприятиялар итеппит. Оны мен саны пар бу сакайрын октоктор йоктор жаһаныбын. Бастакир дебил бу бурда жоннар эпикатадылыктактар. Икинен түргенник бу китти битер астаныкта. Спасибо. Позвольте, Федор Семенович, сделать ремарку, обратиться к нашим телезрителям. Главная экологическая лаборатория Якутии подтвердила, что ядовитых, токсичных химических веществ в пробах реки Вилюй не обнаружено, они отсутствуют, поэтому политики, понятно, хотят дать этому вопросу немножко политический контекст, набрать политические очки, поэтому народу Якутии не волноваться, не беспокоиться и слушать информацию от экспертов и специалистов. Спасибо, мы продолжаем. Тот же вопрос. Андрей Хорошев, пожалуйста, ваши 2 минуты. Ну, то, что Федот Семенович говорил очень верные слова, подтвердило даже вот панно, которое отвалилось. От возмущения. Да. По поводу темы, ну, здесь она мне очень близка и хорошо знакома, потому что я являюсь уполномоченным по туризму при общественной палате. И приведу лишь один пример, достаточно красноречивый. Это проект площади Республики. Все мы хорошо знаем пустырь, который в центре города, рядом с
Мусхая центром. Вот вы знаете прекрасно, это пустырь между 4 улицами. Там сначала пытались строить здание Государственной библиотеки национальной, там захоронение сибирской язвы. Так вот, инициативная группа городская во главе с Андреем Высоких предложила уникальный и удивительный проект – построить там парк республики. В чем его суть? Сделать огромную рельефную карту Якутии, чтобы там текла Лена река, чтобы там видны были горы, чтобы человек мог вот по этим тропиночкам пройти, да, и почувствовать, как будто он с космоса видит нашу чудесную Якутию. Вот этот проект очень долго обсуждается, но никаких дальше телодвижений, вот чтобы его действительно продвинуть, не происходит. Хотя я как профессионал и знаю по опыту других регионов, да, там в первую очередь приоритет за креативными проектами. С Федотом Семеновичем я абсолютно согласен, что нужна обязательно какая-то национальная, да, идеология. Но при этом это должно совмещаться с креативом. Сейчас же я знаю, что очередной проект вот этого места напротив Мусхая, какой-то банальный сквер, которых и так в городе много. Как можно больше нужно креативных, профессиональных людей, которые бы занимались проектированием нашей общественной среды. Спасибо. Уважаемые участники, в заключение у вас остается по 1 минуте для того, чтобы обратиться к жителям республики, которые в прямом эфире нас сейчас смотрят. Алексей Амбросьев, пожалуйста, 1 минута на обращение. Уважаемые жители республики, уважаемые наши избиратели, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что действительно 9 сентября перед нами, перед всеми жителями республики стоит, не побоюсь этого слова, судьбоносный момент, судьбоносное решение нам предстоит вынести, чтобы мы потом предстоящие 4-5 лет не жаловались на то, что от того ли мы кандидата выбрали. Я считаю, что вообще в высшем законодательном представительном органе республики, нашей республики, в Илтумене, должно быть разнообразие мнений, должна быть палитра всяких красок, да, в том числе и те уважаемые люди, которые сюда пришли сегодня со мной оппонировать. Я хотел бы, чтобы эти партии обязательно должны быть представлены в Илтумене. Так что приходите и, пожалуйста, сделайте свой выбор. Спасибо. Федот Тумусов, «Справедливая Россия», минута на обращение. Хотел бы напомнить, что мы эту воду обязательно отправим на независимую экспертизу в город Москву. Дорогие якутяне, 9 сентября обязательно приходите на выборы. Не дайте другим воспользоваться вашим священным правом выбора. И обязательно, если вы, я знаю, что вы против повышения пенсионного возраста, я знаю, что вы за чистую воду. Если так, то проголосуйте за «Справедливую Россию». Күнде сақам жана. Баланы 9 күнігер қаяндағаны бұйырға келің. Онна бейге кандидаттар бұтығар. «Справедливая Россия» партияға қоластан. Саңа илдерқанға «Справедливая» ил түмені талы қайын. Отчағына бір республика күштәк болуға, иннекі жүрелер бұтыр бейге көқтары бір яғын саңа сердақ кандидаттарға. Спасибо. 60 номер. Спасибо. Андрей Хорошев, партия ЛДПР. Ваше обращение. Минута пошла. Ну, вы знаете, меня не пугает то, что слишком ярые сторонники партии власти ведут себя абсолютно беспардонно, срывая листовки, не допуская вот просто встречи с людьми всеми возможными способами. Ну, это, видимо, от слабости, поэтому Бог им судья, как говорится. Мне хочется просто обратиться к честным людям и попросить: обязательно приходите на выборы. Обязательно. Потому что все зависит от каждого из нас. Главное, мы должны чувствовать, что от нас, от каждого человека что-то зависит. Если мы будем вместе, если мы действительно добьемся какой-то соборности, вот того, что каждый примет честное решение, от этого будет действительно зависеть судьба всех нас. Поэтому призываю, приходите обязательно на выборы. Обязательно. Спасибо, уважаемые господа, сегодня за участие в наших теледебатах.
Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. До пятницы каждый день смотрите в 18:30 и в 17:30-18:15 дебаты к выборам главы республики и депутатов Ил-Тумен. До завтра. Всего доброго.